В эфире новости расскажем о главных событиях выходного дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Сегодня страна отмечает день рождения главного документа Конституции России. Владимир Путин обсудил принятые поправки с председателем Конституционного суда. Якутян с праздником поздравил глава региона. Все субъекты Дальнего Востока получили вакцину от коронавируса. Как проходила доставка и когда в республике начнут ставить прививки. В Якутии нормы ГТО теперь могут сдавать и люди с ограниченными возможностями здоровья. За демонстрацией силы тела и духа наблюдала наша съемочная группа. Владимир Путин накануне в преддверии Дня Конституции провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Во время беседы президент подчеркнул важность того, чтобы законы, принимаемые в развитии новых положений Конституции, в точности соответствовали букве и духу поправок. Вместе с тем российский лидер выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия с судебным органом. Но не до той степени, как опасались, что... На что хотел бы обратить внимание. Сейчас вы видите, Государственная Дума, Совет Федерации принимают законы в развитии новых положений Конституции. И здесь, конечно, очень важно, чтобы эти федеральные законы, принимаемые Федеральным собранием, в точности соответствовали и букве, и духу поправок в Конституцию. Глава Якутии поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации. Цитата. «Каждый ответственный гражданин России своим волеизъявлением одобрил новые и внес поправки в действующие статьи Конституции, которые направлены на укрепление единства и наращивание мощи нашей многонациональной страны, на обеспечение ее целостности, на расширение социальных гарантий государства. Мы вместе со всей страной с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее. Стремимся сделать Россию процветающей страной. Уверен, что Конституция и впредь будет служить надежным ориентиром для стратегического развития нашего государства», написал Айсен Николаев. Четырехстороннее соглашение для сдерживания роста цен на продовольственные товары подпишут производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг России. Такое решение приняли в правительстве страны по итогам совещания о динамике цен 10 декабря. Задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин, говорится в сообщении. Детали этого проекта до 21 декабря проработает Минэкономразвития страны. Для мониторинга подготовят дорожную карту по созданию единого структурированного справочника каталога социально значимых товаров. Срок выполнения 15 января. Минстрой России рассчитал стоимость жилья в будущем году. Почти 50 тысяч рублей в среднем по стране будет стоить квадратный метр. Сильнее всего жилье подорожает в Москве и на Дальнем Востоке, а подешевеет только в Бурятии. Участники рынка с расчетами министерства не согласны, полагая, что рост цен будет более значительным. Значительный рост произойдет также в Якутии и Ленинградской области. По мнению экспертов, цена поднимется до 4000 рублей за квадратный метр. Энергосистема всех регионов Дальнего Востока нуждается в проверке и резервных мощностях. Об этом заявил полпред президента в макрорегионе Юрий Трутнев. Напомним, что в ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередач, падение деревьев и конструкций. По мнению Трутнева, в каждом субъекте нужно создать резерв источников питания и изменить систему реагирования на ЧС. Если ситуация субъектовая, то возместить эти затраты самому субъекту. Если признана федеральной, в этом случае возмещение идет по линии федерального правительства. Теперь об эпидобстановке. 201 случай COVID-19, в том числе 26 носителей выявили в Якутии за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, из них в Якутске 94 заболевших, Алданский и Вилюйский районы по 10, Мегино-Кангаласский 9, Горный и Мирнинский по 8 случаев. Неренгринский 6, во многих других районах от 1 до 5 заболевших. За сутки лабораториями региона проведено 3200 исследований на коронавирусную инфекцию. Все регионы Дальнего Востока получили вакцину от коронавируса. Последним препараты получил Камчатский край. Первыми на Дальнем Востоке к вакцинации населения приступили на Сахалине. Островной регион получил 300 доз. Якутия также получила партию в количестве 300 прививок. Тему продолжит Анна Васильева.
В Минпромторге страны уверены, высокая динамика производства отечественной вакцины от коронавируса «Спутник Ви» позволит ускорить вакцинацию всех жителей России. Несмотря на то, что препарат требует особого температурного режима хранения и транспортировки, на сегодня его получили практически все регионы. В целом, в рамках реализации поставленных задач президентом и председателем правительства, мы буквально только что завершили у него совещание. Наши производители, взятые на себя обязательства, выполняют. Даже могу сказать более оптимистично, те графики, которые мы давали на декабрь месяц по производству и по вводу в гражданский оборот, будет результат даже лучше по концу месяца. Действительно, это уже вторая партия вакцины, прибывающая в Якутск. Первая поступила еще в сентябре. И на этой неделе новые 300 доз уже начали осваивать медицинские работники региона. Вакцинацию проводят двукратно с интервалом в 21 день. К слову, «Спутник Ви» или «Гамковид-Вак» предназначена только для лиц с 18 до 60 лет и может вызывать побочные эффекты. Однако это лишь местная реакция организма, успокаивают врачи. Как написано в инструкции вакцины, первые 2 дня может быть гриппоподобное состояние у человека. Это может повышение температуры тела, озноб, миалгия, артралгия, но это побочные действия проходят через 1-2 дня. Также вакцина имеет ряд противопоказаний. Ее нельзя получать детям до 18 лет, беременным, кормящим женщинам, а также лицам с некоторыми хроническими заболеваниями. Впрочем, вышеуказанные категории граждан могут безбоязненно и абсолютно бесплатно привиться от гриппа. Время еще есть. Прививочная кампания стартовала в республике в конце августа и завершится в середине этого месяца. Медицинские работники, несмотря на огромную нагрузку по работе с ковидной инфекцией, выделили специалистов для проведения прививочной работы. Прививочные бригады приходят в трудовые коллективы и школы, но отклик недостаточный. Родители игнорируют или отказываются от проведения прививок среди школьников. На сегодняшний день лабораторный мониторинг показывает циркуляцию вирусов негриппозной этиологии. И заболеваемость стабилизировалась в последние 2 недели. Поэтому проведение профилактических прививок возможно и нужно. Тем более, что по рекомендации ВОЗ в этом сезоне полностью обновлен штаммовый состав. Теперь вакцина против гриппа содержит иммуномодуляторы, а значит повышает иммунитет в целом и подходит как взрослым, так и детям с 6 лет. Что же касается вакцины от коронавирусной инфекции, то взрослое население республики сможет получить ее в следующем году. Анна Васильева, Илья Сыромятников, Якутск. К другим темам. В Якутии будет создан национальный парк Момский. Министерство природных ресурсов и экологии России в рамках реализации нацпроекта «Экология» создает не менее 24 особо охраняемых природных территорий федерального значения и увеличивает площади таких территорий не менее чем на 5 миллионов гектаров. Срок до 2024 года. В связи с этим рассматривается вопрос о создании на территории Момского района парка федерального значения. Национальный парк Момский площадью более 2 миллионов гектаров на базе природного парка регионального значения Момский. В рамках 10-го форума «Арктика» проводим работу по сохранению биоразнообразия в Республике Саха-Якутия и совершенствованию системы управления ОПТ. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации принято решение в рамках национального проекта «Экология» по направлению сохранения биоразнообразия запроектировать и создать 3-й национальный парк Республики Саха-Якутия. Будет создан в Момском улусе, где сохранены уникальные природные комплексы. В преддверии новогодних праздников жители столицы стремятся пополнить запасы деликатесов для праздничного стола. Для удобства горожан в самом центре города каждую неделю открывается ярмарка выходного дня. Свежие и экологически чистые продукты – мясо, рыбу, молочку – доставляют из различных районов. Место возле здания Комдрагмета выбрано не случайно. Раньше на этом месте располагался зеленый рынок, который застало старшее поколение. В планах у организаторов ярмарки поставить теплые павильоны, чтобы даже в самый лютый мороз покупатели смогли без проблем приобрести нужную продукцию. К 18 декабря мы планируем, что здесь уже будут теплые павильоны для участников, чтобы новогоднюю ярмарку этого года, уходящего года, мы могли уже с большим выбором, с большим ассортиментом мяса, рыбы
организовать, провести. И продукция Амгинского района, Сунтарского района, Черопчинского района представлена, рыба из арктических районов республики. Несмотря на то, что холодно, люди все равно приходят. В Якутии нормы физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» теперь могут сдавать и люди с ограниченными возможностями здоровья. Министерство спорта России утвердило нормативы для инвалидов, и первые спортсмены уже попробовали свои силы. За демонстрацией силы тела и духа наблюдал Александр Хавренко. Ульяна Максимова, председатель регионального отделения общества глухих, пришла сдавать нормы ГТО в числе первых. Ее задача не только проверить себя, но и своим примером призвать товарищей из общества также попробовать сдать нормы ГТО. Личную карточку даете всем по возрастным категориям. Мне выпало разгибание рук, упор лежа на полу и наклон вперед. И там уже будет выборочные. Так что я выберу, наверное, стрельбу из положения сидя с опорой локти, потому что у меня есть 3-й разряд по пулевой стрельбе. Первые дни приема норм ГТО для людей с поражением слуха свои навыки пришли продемонстрировать спортсмены из Центра адаптивной физкультуры. Многие из них призеры и победители первенств и чемпионатов по вольной борьбе и легкой атлетике. Спортсмены, которые будут сдавать сегодня, послужат примером и дадут толчок для других людей. Проводился глубокий анализ, проводилась научная работа, научные исследования. И на основе вот этих исследований были выведены нормативы для людей, имеющих инвалидность. Зарегистрироваться на сдачу норм комплекса ГТО можно на официальном сайте. После получения универсального идентификационного номера обратиться в Центр приема ГТО и постараться выполнить нормативы, чтобы стать обладателем золотого значка. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Утренники без родителей или в формате онлайн. Так будут праздновать Новый год дети Якутии. Ограничения республиканских властей коснутся и взрослых. Увеселительные заведения будут работать только до 23 часов. С предпраздничным настроением линчан познакомилась Марина Крутихина. А куда вы пойдете вот в период январских праздников? Пойдем? Да. Да никуда не пойдем, дома будем сидеть. Сейчас же у нас все закрыто будет, так что будем дома. А что, у нас можно куда-то идти в январские каникулы? Нет, никуда не собираемся. Большинство опрошенных линчан на новогодние праздники останутся дома. Не потому, что хотят полежать на диване. Идти просто некуда. Все культурные и массовые мероприятия под запретом до 15 января. Попросили власти республики воздержаться и от корпоративов. Владельцы ресторанов и кафе, скорее всего, снова понесут убытки. Даже сейчас им приходится работать по сокращенному графику с 8 утра до 23 вечера. Конечно, ожидалось, что все-таки к Новому году какое-то будет послабление, позволит работать, но ситуация не в лучшую сторону складывается. И продленные ограничения, вновь введенные, они, конечно, не позволяют людям полноценно справить праздник, так как они привыкли массово, культурно, с весельем. Родителей и малышей пандемия вообще лишила эмоций. На утренниках присутствовать нельзя. В школах и детских садах их разрешили проводить по отдельным группам и классам, без участия третьих лиц. А роль Дед Мороза и Снегурки по старинке придется примерять воспитателям. В Центре дополнительного образования Ленска утренники состоятся в онлайн-формате. Мы готовим театрализованную новогоднюю видеосказку. Наш художественный руководитель разработал сценарий. Актерами являются сотрудники и обучающиеся СРГ. Готовое видео планируем распространить в социальных сетях и направить в поселение района. И не забудьте вовремя купить горошек для новогоднего оливье. 31 декабря магазинам рекомендовали установить 12-часовой рабочий день для того, чтобы избежать массового скопления людей. Режим самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Общая атмосфера запретов и ограничений в целом не испортила настроение линчан. Большинство из них рады возможности провести Новый год в кругу семьи. Сегодня главное, чтобы все были здоровы. Марина Крутихина, Дарья Боискурова, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». И на этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.